Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Міхась Сільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакце, Facebook, Аднакласнікі і на сервісе ў YouTube. Калі вы глядзіце гэта відэо ў YouTube, то адразу проста зараз ставце лайк, цісніце калакольчык і каб не прапускаць нашыя свежыя выпускі. 9 жніўня ў сталічным клубе «Хуліган» пройдзе трэцяя вечарына прома-каманды Dreams Come True. Мінск наведае дыджэй са Швейцарыі турэцкага паходжання Мэтхэм Аслан, сузаснавальнік лэйблаў Hammond House і Flatting Wax. Ён стаў першым з тых, хто змог па-майстэрску злучыць традыцыйныя ўсходнія рытмы з сучаснай электроннай музыкай. І сёння у нас в гасцях адна з арганізатарак вечарынак, гэтай вечарыны і папярэдніх Воля Смок. Вітаю. Здравствуйте. Вось разам з Вольгай мы сёння паспрабуем даведацца, наколькі цяжка ўвогуле ў Мінск прывесці вядомых в Европе диджеев. На самом деле несложно. Самая главная проблема — это деньги. Если у вас есть деньги, то, в принципе, вы можете сделать все, что угодно. Добре. Давайте по парадку пройдемся. Як ввогуле ўзнікла ідэя зрабіць вашу прома-каманду? Што яна сабой ввогуле ўяўляе? Колькі гэта чалавек, што гэта за каманда, што за што адказвае? Нас двое. Это я и мой друг. Как пришла идея, мы просто сами играем, сами ходим на тусовки, слушаем много музыки, ездим на какие-то вечеринки, фестивали за границу, и нам хотелось сделать что-то такое здесь, привозить музыку сюда такую, которую здесь не играют, которую здесь мало знают, с которой мало знакомы, поэтому решили, что нужно уже наконец взять это дело в свои руки и что-то сделать. И нам несложно было начать, потому что мой друг, он сам работает в «Хулигане», я тоже близка ко всему этому миру, и просто мы... Кстати, Мехмед Аслан, который у нас будет в пятницу, это был первый артист, которому мы написали, несмотря на то, что это третья вечеринка. Вот, и мы ему тогда написали, как бы уже давать назад было нельзя, и нужно было уже начинать потихоньку. И у нас была в июне первая вечеринка, потом в июле, и вот сейчас будет третья. Добре. А все ж таки у вас всего двое в команде. А чем вы займаетесь? Вы и ваш сябр. Мой друг занимается технической частью, выполнением технического райдера. Также вместе занимаемся промоушеном, продумыванием того, как это будет, согласованием визуала, афиш. В общем, в принципе, мы все делаем вместе. Единственное, что где у нас есть разделение, это я занимаюсь букингом и общением там с агентством или непосредственно с артистом. Он занимается технической частью, все остальное мы делаем вместе. Ну, добре, ви ж самі сказали, що шмат їздили, по різних мероприємствах бачили. Ось хотілося б довідатися, ось чим ось ті мероприємства, які організовуєте ви, ось вже третє буде, два вже провели, відрізняються від всього того, що раніше було вже в Минску, ці ввогуле в Беларуси? Я думаю, единственное, чем мы отличаемся, это качество музыки, статусом артистов, которых привозим, и тем, что они играют. Вот. А як ось проходить гэты отбор тых музыкаў, якія вы запрашаеце? Ну, это просто артисты, которые нам нравятся, за которыми мы следим, которых любим слушать, на которых равняемся, и которых хотим, чтобы увидели минчане и белорусы, пришли, потанцевали под эту музыку. Але гэта пэўныя нейкія конкретные жанры музыкі ці не? Тут очень сложно свести что-то к одному, потому что это всегда смешение стилей. Но сейчас это, наверное, больше хаус, но этот хаус очень разный. Там и диско, и фанк, и соул, и, может быть, и техно, прото-хаус. Тут очень много подстилей, транс. Все зависит от диджея, от того, что он решит сыграть. Вот. Но это танцевальная электронная музыка, если обобщать. А ввогуле, што сабой зараз уяўляе так, электронная сцэна Мінска і наколькі яна адрозніваецца ад того, што адбываецца, ну, напрыклад, тым же самым Берлине? Ну, с Берлином вообще, наверное, не стоит сравнивать, это отдельный мир.
до которого очень далеко, до уровня которого очень нам далеко, и не знаю, достигнем ли мы его когда-нибудь, но это то, на что стоит равняться, на это разнообразие, на открытие, на то, как публика открыта к новому, как они способны это все воспринимать. В Минске сейчас больше движения, появляется больше промо-команд, которые, в принципе, возят разных музыкантов в разные направления. Есть у нас промо-команда, которая занимается там более такой грубой, тяжелой музыкой, там техно. Есть ребята, которые делают что-то более дисковое. Вот. И у них у всех разная аудитория, и это хорошо, но одновременно плохо, потому что аудитория в Минске, которая ходит на вечеринки, которая любит танцевать и тусоваться, она не очень большая, и чем больше вечеринок, чем больше выбор, тем больше вероятно, что на твою вечеринку придет мало людей. Они все рассеиваются, и это не очень удобно. Вот. И это, конечно, дает задуматься о том, что нужно как-то договариваться между собой. Вот, пока что это сложно идет, но мы все-таки стараемся не делать ничего, если видим, что у ребят в такую-то дату вечеринка, мы понимаем, что ни нам, ни им от этого лучше не будет. Вот, но как бы радостно смотреть на то, что сейчас происходит на музыкальной сцене электронной Минска, и думаю, что все будет еще развиваться быстрее и интереснее, чем сейчас. Ага, добра, ось вы ж сказалі, што аўдыторыя невялікая, якая ходзіць. Вось, напрыклад, вы ўжо правялі 2 мерапрыемства, колькі гэта ў хулігане былі абодва, так? Якая колькасць была наведвальнікаў? Минимум 250, максимум у нас 350 человек было, но это, конечно, не тот максимум, который мы хотели бы. За ночь через бар может пройти 500 человек. Понятно, что они не будут все вместе в это время в хулигане, в помещении, но как бы хотелось бы большую проходимость. Вот, и это, в принципе, реально, просто сейчас еще очень сложно достучаться до людей, объяснить им, что это классная музыка и что нужно прийти на эту вечеринку, потому что зачастую получается так, что люди смотрят сторис в Инстаграме, такие: о боже, какая классная вечеринка была, почему я туда не пошел? Ну, и мы тоже спрашиваем, почему? Вроде бы рассказали, что, кто, как, скинули миксы, можно было послушать, рассказали про заслуги этого человека, но что-то людям все равно мешает. І як это будзеце, плануеце гэта выпраўляць? Ну, так навязваць пэўным чынам музычны густ? Ну, мы дальше будем, несмотря на то, что как бы сейчас даже финансовые дела не в самом лучшем виде у нас, мы будем продолжать это все делать, чтобы люди, как бы, во-первых, привыкли к тому, что мы существуем, и что мы делаем классные привозы, и потихоньку на них уже надо начинать ходить. Еще хотелось бы, конечно, чтобы СМИ, которые пишут о музыке, они были больше открыты к таким темам, поговорить про андеграунд, про диггинг, про какие-то релизы, лейблы, пластинки. Пока что не очень я вижу эту открытость с их стороны. Наверное, это боязнь того, что статья будет не очень кликабельная, но мне кажется, все-таки нужно делать какую-то эту благотворительную часть, в которой можно будет рассказывать об этом всем и образовывать вообще нашу аудиторию, население о том, о чем в Европе знают очень много и на высоком уровне. Добра. Уже правялі 2 вечарыны. А хто выступаў на першых 2? Хто гэта былі? Хедлайнеры таксама былі нейкія замежныя госці? Да. На первой вечеринке у нас был Леонид Липелес. Он уже не первый раз был в Минске, его здесь, в принципе, неплохо знают. Это диджей и продюсер из Москвы. Вот. А на второй вечеринке у нас был Джейми Тиллер. Это вообще был для нас привоз мечты, и мы до конца даже не верили, что он к нам едет. Вот. Это основатель лейбла Music from Memory. Это один, на мой взгляд, из лучших лейблов в Европе сегодня. Они переиздают старую музыку, издают новую. Ну, у них очень есть свой стиль,
тонкий, вот, и нам они очень нравятся, и он также сегодня считается одним из главных диггеров Европы, человек, который открыл множество музыки миру, Европе, и он прекрасный диджей в то же время, поэтому мы очень рады были его принять. Вот, и в эту пятницу к нам едет Михаил. Ось вы ж сказали, промо-каманда ваша пакуль што знаходзіцца ў цяжкім фінансавым стане. Ну как, мы вкладываем свои деньги, конечно, нам бы хотелось что-то зарабатывать на этом, но это не наша основная цель, у нас есть работа, и мы делаем это все для души, и хотелось бы выходить хотя бы в ноль. Вот. И иногда не получается, потому что привозы довольно дорогие. Ну, калі не секрет, колькі гэта каштуе? Ось, напрыклад, Ну, завтра. гонорар такого диджея, вот, и вообще, в принципе, в среднем тех, кого мы приглашаем, это в среднем 700-800 евро. Вот. И нужно еще добавить туда билеты. Если диджей под агентством, нужно еще букинг-фи агентству. И это выполнение технического райдера, аренда оборудования, проживание, питание. Это выходит очень большая статья расходов. Колькі патрэбна чалавек сабраць у хулігане, каб увогуле выходзіла ў ноль такое? 400 человек идеально, да, чтобы прошло за ночь хотя бы, да. То бок завтра спадзяецеся сабраць менавіта такую колькасць? Надеемся на лучшее, да. Окей. Раскажыце пра свае планы. Як разумею, у вас гэта трэцяе мерапрыемства, і яно трэцяе за лета. То бок, як часта плануеце такія вечарыны праводзіць? Мы проводим эти вечеринки раз в месяц, но в этом месяце получится, что у нас будет 2 вечеринки, будет еще как бы вечеринка закрытия лета, у нас тоже будет привоз из Берлина. Ну, а так у нас уже заблокированы артисты и на сентябрь, и на октябрь, и сейчас разговоры идет уже и по ноябрю и декабрю. У нас планы большие, мы не хотим останавливаться это делать. Главное, чтобы люди ходили и танцевали вместе с нами. Давайте пра заўтрашняе мерапрыемства. Колькі каштуе квіток і ўвогуле і колькі лічыце аптымальны кошт квітка на такія мерапрыемствы? Завтра вход до часа 10 рублей, после часа 15 рублей, поэтому приходите пораньше. Я думаю, что 10-15 рублей — это оптимальная цена, хотя, судя по тому, что я вижу сейчас, люди не очень готовы. Люди, незнакомые с музыкой так близко, как мы, очень готовы платить 15 рублей, хотя за концерт они готовы заплатить 35 рублей, а тут человек играет 5 часов, на концерте час. И это 3 чашки кофе, там, если идти в сравнение, просто у всех какие-то странные установки. Для меня 15 рублей — это ок заплатить за вечеринку, потому что я понимаю, что в нее было вложено. Это не только работа диджея, но и работа промоутера, и также вы получите кучу классных эмоций. В общем, есть за что заплатить. Ну так, пакажуся, што гэта не вельмі вялікі кошт за мерапрыемства, якое 5 гадзін будзе трываць. Диджей еще начинает вечеринку локальный саппорт, там 1,5 часа играет, потом играет вот уже приглашенный диджей 4 часа примерно, да. Окей. Шчыра дзякуй. Сёння у нас в гасцях была Ольга Смок, адна з арганізатарак вечарынак ад промо-каманды Dreams Come True. Заўтра, 9 жніўня, чакаем усіх у хулігане. Будзе выступаць Медхам Аслан. Да, госць са Швейцарыі. Дзякуй.